Вот вы представляете, ваш прадед воевал в советской армии. В советской армии. За родину. За советскую власть. За СССР. Правильно? Ну а что ему было делать? А вы, смотрите, поддерживаете БЧБшное движение. Тряпку полицаев. Это глупости. Полицаев, те, которые повязочники у нас в 42-м году, 43-м году ходили здесь по республике с повязкой этой БЧБшное знамя. Вы его в руки хоть раз брали или нет? Вот честно Слушайте, признайтесь. под этим БЧБ знамя ваш Лукашенко присягу принимал. Леонович Виталий Вячеславович. Я работаю в системе жилищно-коммунального хозяйства, председатель товарищества, простой гражданин, патриот своего государства, своей страны, поклонник главы государства нашего, потому что настоящий мужик правильный, жесткий, но справедливый. Клянуся служить народу Республики Беларусь, виконувати Конституцію і закони Республіки Білорусь, добросумленно виконувати ускладенные на мене высокие обовязки. А позвольте теперь вам ответить. Скажите мне, пожалуйста, после распада Советского Союза, кто принимал символику на государственном уровне БЧБшную тряпку повесить? Народ или Да. парламент? Конечно, народ принимал, народ управляет страной. Парламент больше 100 человек продажных этих, которых Александр Григорьевич Так, потом веником выгонял. Я смотрю, что вы против власти идете, против нашей истории. Наша история не терпит... Какая история? БЧБшная история? Это история нашего государства. Какая? Ну какая вот? БЧБшная полицейская символика Господи. пришла к нам здесь на бумаге везде, Ладно. и на значки, на все, да? Если вы так Ну, не любите ладно. полицейскую якобы символику, то я вам напомню о российском триколоре. И Владимире Владимировиче Путине, который поддерживает этот триколор, под Смотрите, которым сейчас власовские Андрюша. войска, коллаборанты с Гитлером вместе воевали против Советского Союза. Под этим Андрюша, знаменем. смотрите, вот мы сейчас с вами разговариваем о нас, о белорусах. Согласны со мной? Так я вам бы не аналогию хотел, привожу, чтобы там с этим проблем нету. Что вы к этому БЧБ прицепились к нацистской повязке? Не было такого. Не Вот, было. значит, вы все-таки за родину. За То есть какую родину? БЧБшная тряпка для вас не символ? Символ. Это символ независимости Республики Беларусь, под которой принимал присягу первый президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Какой символ? Какой Какой символ? символ? Символ народного единства, Символ? национальный Какой символ. символ? Национальный. Мне кажется, что с учетом того, что эту повязку носили полицаи, это позорный Да пускай ее кто кусок. хочет, кто угодно Да носит, ну какая что нам вы. разница? Так ваш же дедушка воевал на стороне Красной Армии. Как Слушайте, у вас язык пускай- поворачивается об этом говорить? Каждый человек принимает решение сам. Кто-то хочет носить свастику, а кто-то хочет носить российский триколор. Я тут при чем? Вот видите, ну ладно, Ну, хорошо. Господин Да. Леонович, товарищ Леонович, вернее. Да. Факт в том, Гражданин Леонович. тем более гражданин, факт в том, что Лукашенко принимал присягу под БЧБ, это факт исторический. И Я с вами- от я этого согласен. никуда не деться. Все, это Согласен, история но наша. после его прихода к власти был проведен референдум, и мы это позорное тряпье сняли и убрали везде. Я вам напоминаю, что под этим Перешагнули и позорным пошли. тряпьем его народ выбрал. Под этим позорным тряпьем, с ваших слов. Потому что в то время, до его избрания, вот это позорное тряпье повесили всевозможные Шушкевичи, всевозможные там ОГП, это партия, Ну, Лебедский, который сейчас и перебежчик. что, этот, это который в было Польше сидит. запрещено в то время? Что запрещено? В то время они приняли решение больше 100 человек за весь на белорусский народ. Это а когда что? белорусский народ проголосовал и сказал нет, Ну и нет, слава надо белорусскому убирать народу, проголосовал. Слава. А я вам говорю про тот период истории, когда это было. И это было не Было. криминализировано. И надо уважать Было. свою историю. А вы, товарищ Было. гражданин А я- Леонович, отказываетесь уважать это время, когда ваш президент... Ваш президент выиграл выборы под этим стягом. Ваш президент народу давал обещания и прочее под этим флагом. И наш президент это позорище Ваш, убрал. да. И слава ему, слава, честь и хвала, и долгие лета.
Ну, вот видите, под этим флагом вот такой хороший вышел президент ваш. Не отрицаю, да, Вот. не отрицаю. Ну, наконец-то удалось вам доказать, что историю нужно уважать. Зачем сопротивляться этому? Сопротивляться тому, что у нас был этот период, я с вами согласен. Он был. Но я ж не принимал этого решения. Кстати, Приняли. где вы были в этот момент? Почему вы не сопротивлялись? Что значит не сопротивлялся? Как вы сопротивлялись? Я категорически против этого флага был. Был? Где можно посмотреть? И я не мог принять никакого решения, потому что принимал решение парламент. Как не могли? Даже Да никто вы не что? голосовал. Да, не народ, а парламент. Лебедский, Шушкевич, предатели Так, Родины. а эти. вы против того, чтобы узкий круг людей принимал решения за народ? Вы знаете что? У нас народ принимает любые решения. Есть такое понятие, как референдум и общенародное голосование. Не, я вам про то говорю, что узкий круг людей принимает решение за большинство. Вы против такого? Безусловно, категорически. Безусловно. против. Ну вот. У каждого, поймите, когда символику государственного уровня, закон, символику принимает узкий круг, это неправильно. Ну, а сегодня у нас Александр Лукашенко единолично принимает решения по всем фронтам. Это что, хорошо, Неправда. что ли? Вы не правы. Вот, например, кого помиловать, кого казнить. Он принимает личные решения. Ему отведено такое право, согласно Конституции. Люди имеют право, могут обратиться, это последняя инстанция, и он уже принимает решение. Дамоклов меч, согласен, так должно быть. Так должно Если быть. все инстанции приняли вот так, а человек подошел с отцовской точки зрения, посмотрел и сделал выбор, я не против. Значит, когда я приду к власти, вы тоже будете согласны с таким Но если положением у дел? нас будут такие законы, и вы придете к власти, и эти законы будут делегировать вам эти полномочия, права эти, ну что делать? Ну закон такой, ну мы Что никуда делать, не да? попрем. Будете подчиняться. что делать? Ну вот я Согласен с согласен. вами, да. Согласен, что в такой ситуации я тогда с вами соглашусь, и вы мне будете нужны как Буду гражданин. подчиняться, да, буду подчиняться, Вот, согласен. ну, да, что замечательно. делать? Ну. Только в том случае, если вы придете к власти. Ну, это уже наши проблемы. Согласен. Мы Это над этим проблемы. работаем. Хорошо, отлично. Работайте только, чтобы было все по закону, все правильно. Ну, знаете, иногда не до законов, как говорил ваш президент. Ну, послушайте, вы же гражданин Республики Беларусь. Так. Это же и ваш президент. Наш Не, президент. ой, господи. Он говорил, иногда не до законов, и все. Какой он может после этого президент? Вы знаете, он человек. И порой, вы знаете, порой он эмоциональный человек. И я считаю, что у него тоже эмоции иногда выхлестывают через себя, через край. Вы представляете, какую нагрузку несет человек за целое государство? Ну И я так вам ведь скажу, пускай идет на пенсию, кто побывать же в его его там шкуре. держит? Ну подождите, Побывать в гражданин его шкуре, Леонидович. поверьте, не каждый сможет Я это сделать. поверю, что не каждый, так он пускай не изнашивается, он же уже совсем старый, он же еле ходит, ну пускай идет отдыхает, лечится. Ну что он там засел, ну в самом деле. И народ ему сказал в 2020 году уходи. Ну что он не уходит, ну. Послушайте, я голосовал в 2020 году за президента. Я голосовал за него. И если какая-то часть пыталась что-то сказать, ну это была меньшая часть. Ну, Это даже, была меньшая ну часть. хорошо, даже пусть меньшее по-вашему, но ему сказали, определенный процент людей, уходи. Но выбор был за нами. Нас было больше. Вы сами верите, да, в это? Я в это верю, правда. На самом деле я в это верю. Да, так было больше, что до сих пор приходится, репрессии, маховик репрессий не спадает, а только раскручивается. До сих пор ищут экстремистов. Я экстремистом стал, и вы со мной сейчас общаетесь, и, между прочим, можете понести уголовную ответственность за то, что общаетесь со мной и передаете мне информацию. Вы знаете, что для того, чтобы в нашем обществе было согласие, мир и покой, мы должны между собой общаться. О, Мы обязаны между собой общаться. Мы Вот должны оно друг что. друга слышать и слушать. Хорошо? Так это говорит каждый нормальный человек, в том и сам же глава государства об этом говорит. И многие Вот оно вещи что. говорит настолько правильные, что, ну, вы знаете, но в связи с тем, что многие люди, ведомые среди вашей там братьев, ведомые, которые на самом деле пошли там за длинным рублем, за какими-то колбасками,
они находятся внутри страны. Если вы хотите быть оппозицией, так будьте оппозицией внутри страны. Придерживайтесь взглядов правильных, вносите какие-то поправки. Правильные взгляды не президент нам формирует, у нас они свои взгляды. И они не могут быть неправильные, они наши. Их, они не могут быть неправильные. Согласно законодательству. Я вам напоминаю, что Ленин в свое время тоже был не в России. Он делал свою революцию из-за границы и финансировался Западом. И вот развалили, получилось, вот и установилась ваша любимая СССР. Ленин проповедовал что? Террор против имперской царской России. Андрей, вы себя с Лениным сравниваете? Подождите, находитесь за рубежом, финансируете Западом и пытаетесь внести здесь террор? Я аналогии привожу исторические. Вот Ленин же вам нравится? Ленин, ну вы знаете что, я вам не скажу, что он мне нравится. Не нравится, а он вашу великую родину построил, СССР. Если бы не он... Он, позвольте, не он один. Ну хорошо, лидером, но он же культовое лицо, ему ж памятники ставят, ему, и он, значит... Не только ему, не только ему, но партию Ленина называли, а не партию там Дзержинского. Он Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС. Все, ладно, ну, короче, я считаю, что он главный, вы можете со мной поспорить. Хорошо, согласен. Так вот, этот Ленин, значит, приказал расстрелять царскую семью с детьми, со служанкой, со слугами. Ну, вот так новая власть решила. Вот такие методы. Не решили не договариваться. Вот решили они так вот. Да? Андрей, а позвольте мне узнать, вы видели этот приказ, написанный Лениным о расстреле? Вы хотите сказать, что никого не расстреляли? Нет, я хочу сказать, что расстреляли. Но вы сказали по его приказу. Вы этот приказ ну лично ладно, видели? Ну давайте обратимся к интернету. Послушайте, для меня Google... Это вот не показатель. Кто расстрелял царскую семью, наберу. Ну, что у меня тут вот... Кто? Рабочие крестьяне, которым дали приказ это сделать. Согласно официальной советской историографии, слушайте, согласно официальной советской историографии, решение о расстреле Романовых было принято исполкомом Уралоблсовета, в то время как центральное советское руководство было уведомлено уже после свершившегося. Вот, видите, но не Ленин же отдал приказ. Читаем дальше. Роль Ленина... Минутку. Роль Ленина в расстреле семьи Николая II. Вопрос о наличии прямого приказа Ленина об убийстве Николая II и его семьи остается в современной историографии дискуссионным. Большинство историков допускает возможность его существования, но также существует возражение. Рассматривая обе версии, акцентируя внимание о том, что Ленин за несколько часов до расстрела написал телеграмму с отрицательным ответом журналистам, спросившим о правдивости слухов про убийство царской семьи. Хорошо, давайте сойдемся на том, что Ленин не приказывал убивать царскую семью. Но от этого легче не стало царской семье. Не стало. Кто-то же убил. Но Ленин же их, наверное, не наказал все-таки. Да. Но мы тоже об этом не знаем, мы можем только догадываться. Это уже история. Вот, это история, мы с этим должны согласиться и топать дальше. Да, так я же говорю, что история, когда под БЧБ с тягом Лукашенко принимал присягу, тоже должны топать дальше и согласиться с этим. Вот, ваш дедушка воевал на стороне Красной Армии, значит, он сделал в то время правильный выбор. А с чего вы взяли? Какая разница, какая диктатура победит? Или Гитлер, или Советский Союз? Вот, я думаю, и там, что и там плохо. И там диктатура. Если бы ваш дед слышал эти слова, вы получили подзатыльник, мне кажется. Да? А что ж тогда Александр Лукашенко Гитлера-то похвалил? Вы знаете, что это надо спросить у главы государства. Он, может быть, знает гораздо больше. Ну да, и что бы это мой дед сделал с таким человеком, который похвалил Гитлера? Я вам скажу так, что вот Гитлер, он же смог настроить немецкий народ для того, чтобы он пошел за ним. Вы это ставите ему в плюс? Гитлеру? Да. Он народ поднял и повел за собой. Ну, это хороший руководитель, значит. Это великолепная харизма, оратор. Правильное построение было. А что из этого вышло и какие у него были амбиции, может быть, он наркоман был, и его поперло непонятно куда. Так вы осуждаете Гитлера? Конечно. За то, что он перешел границу Советского Союза,
попытался к нам сюда зайти, получил по зубам, и все. Вот Так, за это я его осуждаю. Тогда вспоминаем начало Второй мировой войны, 39-й год, сентябрь. Кто был союзником Германии? Ну, разделили Польшу, забрали свое, то, что Вот. нужно было. Ну и все, Осуждаете? ну нормально. Я считаю, что нашу землю мы вернули назад, ту, которую в 21 году отдали. Так, Ну. еще раз. Кто был союзником в нападении на Польшу? Не союзникам, не союзникам. Не было союза. Они делали свою работу, а мы делали свою работу. Подождите, это были союзнические отношения, был тайный этот договор. Вот, представляете, вот вы сейчас говорите союзнические отношения, но это был тайный договор. Ну вы как-то здесь либо Нет, оденьте, либо крестик Подождите, снимите. нет, так а что, не так разве? Разве не сотрудничал с СССР Послушайте, и нацистской я Германией? понимаю, тайный договор, это кто-то собрался, переговорили. Вот мы до сюда доходим, а вы Нет, до но он сюда же доходите. опубликованный, есть официально, это историческая вещь. Я не видел этот официальный договор. Ну Тайный давайте, договор. сейчас снова в гугле наберу. Вот договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Это же, О ненападении друг на друга. ну, это же товарищеские, союзнические отношения, Послушайте, да? они договорились не нападать друг на друга. Но это не значит о том, что они договорились разорвать Польшу и забрать то, что полякам не принадлежало. Подождите. Мы забрали свои исконные территории, мы Так, сейчас подождите. празднуем. Вот, секретный дополнительный протокол к договору о ненападении между Германией и СССР определял границы сфер интересов сторон Советского Союза и Германского рейха в случае территориально-политического переустройства областей, входящих тогда в состав прибалтийских государств, а также в отношении польского государства и Бессарабии. Целью договора между СССР и Германией по утверждениям советского руководства было обеспечить влияние Советского Союза в Восточной Европе, и без секретного протокола он не имел смысла. Это значит, что разделили, да? Разделили сферу влияния, то есть разделили территории европейские. Правильно. Да? Правильно? Вернули, немцы вернули свою, а мы свою. Вы поддерживаете начало Второй мировой войны и поддерживаете подобные меры. Что значит, как я могу поддерживать начало Второй мировой войны, если немецкий сапог вошел на мою землю белорусскую? Нет, подождите, Как я могу сначала советский сапог вошел на польскую землю, вместе вернул с ними. наши белорусские исконные ну какие земли, же они наши которые были Рижским договором подписаны и отданы. Потому что Советский Союз, в то время российское государство было слабое и что-то нужно было отдавать. Так, мы вернули это назад. Подождите, почему тогда Аляску не вернули, если уже возвратили? Еще не время, надеюсь, еще не время. Надеетесь? Да. Надеюсь, что Россия вернет себе еще и Аляску. И Аляску вернет. А Курскую область она вернет себе, она? Вы знаете, что я думаю, что в ближайшее время то, что сейчас там происходит, оно нормализуется, стабилизируется, и те ДРГ, и то, что зашло, чтобы оттянуть основные силы, оно вернется назад. Почему у вас тон голоса поменялся? Почему поменялся? Вы знаете, что вот для меня вот вообще, когда два братских народа между собой начали воевать, для меня это была трагедия, правда. Но с учетом того, что к власти пришли националисты, и опять рулимые, управляемые Западом, которые были профинансированы. Я видел, как это начиналось в Украине. Гражданин Леонидович, я вам рекомендую смириться с тем, что Запад сильнее, чем Восток, и надо сдаться, поддаться. Никогда Запад не будет встать на колени, лечь под евро, под доллар и просто жить спокойно. И ни с кем не воевать. Андрей, вот вы знаете что? Вот знаете, мне приятно с вами общаться, да? То, что у вас есть своя линия, своя точка зрения, которую вы отстаиваете, ведете, встречаетесь с людьми в стримах, разговариваете. Это достойно, заслуживает уважения. Троллите иногда, задаете глупые вопросы, люди попадаются. Не вопрос. Но вы же все-таки белорус. И ваши предки все-таки воевали с фашистами. И вот здесь немножко я с вами, знаете, наверное, на самом деле, если бы был ваш дед, получили бы вы от него пендаля либо подзатыльника за такие вещи. Я думаю, что... Потому что мой бы дед получил от меня пендаля за то, что он пошел на Польшу захватывать.
А как же вы можете на своего предка, на старика даже такие слова говорить? А как же он ступил на чужую землю и захватывал ее? Кто же его так научил? Андрей, послушайте, вот вы знаете, здесь вот немножко как-то у меня после того... Вот когда немецкий дед чей-то зашел на советскую землю, так вы его пинать готовы. И вы готовы порицать такого. А как мой дед, советский дед зашел на сторону, на польскую землю, на чужую, так его судить за это не надо. Так где он логика? На свою зашел землю, на белорусскую, да какая она своя? Что вы такое несете? Ну какая она своя? Вот посмотрите, какая Советский Союз, какой огромный. А какой что они в той Европе-то хотят? Ну полно ж земли, живи это. Если бы каждая страна сейчас исторические претензии выдвинула на свои земли, как, например, Римская империя, например, так что бы воевали всю жизнь, что ли? Сколько то Италии осталось от Римской империи? 100 лет под Российской империей было. 100 лет Варшава принадлежала Российской империи. 100 лет. Что? Ну и что это значит? Российской империи. И что это значит, что 100 лет принадлежала Российской империи Варшава? Так что это надо на нее идти войной, что ли? Нет, так мы же не идем. Ну, мы же славяне не идем туда. Мы же чужого нам не надо, но свое мы не отдадим. Да, гражданин Леонидович, вы просто фанатик. Вот Андрей. Вы фанатик. Не то, что фанатик, я люблю свою родину. Да вы уже перелюбливаете ее, хватит ее любить каждый день. Я люблю своих родину, я воспитываю своих детей, своих внуков так. Я знаю, что растет достойная смена и ни один вражеский сапог. В каком бы облике ни был, если зайдет на нашу территорию, на территорию братских нам государств, надо будет положить голову, мы положим голову. Ой, слушайте, дроны залетели братские, и про их никто не говорит, и все, и вы знаете, все молчат. Они залетели, братские дроны залетели, опять же это, знаете как, бабушка сказала, кто-то пукнул где-то, не подтвердил, но официальные власти молчат, претензий друг к другу нет. Слушайте, когда Чернобыль взорвался, тоже молчали, сколько, неделю молчали, ничего не было, а люди ходили на демонстрации и облучались. Что вы мне в пример ставите? Разгильдяйскую политику государства, что ли? Скажите мне, пожалуйста, а сколько вам было лет, когда Чернобыль взорвался? Так, мне было, может, 5 лет. А откуда вы такие у вас такие познания, и вы так про то время жестко что, говорите? Я неправду говорю? Когда я вам по Советский Союз сказал, вы говорите, помню немножко, было мне я не помню, как взорвался. Я не помню, мать меня отправила в деревню к бабушке куда-то, в Брянскую область. Потом я приехал в свою Наровлю, она уже была радиоактивная. И тут не скажут, залетели дроны. Что им говорить, что они профукали, что у них с братской Россией терки какие-то, что Путин наклоняет Лукашенко. Что они про это будут говорить? У вас эта информация есть. В интернете эта информация есть. Каждый человек читает информацию, для себя что-то принимает, что-то отвергает. Официального ничего по этому поводу не было. Поэтому говорить об этих вещах мы можем, знаете, как говорит глава государства, сидя на кухне, сели, поговорили об этом, но не стоит это выносить. Вот будут официальные данные, подтверждающие какие-то. Вы согласны с такими правилами игры, а я не согласен, потому что я решаю, как мне потом формировать свою судьбу и свои действия. Я решаю, а не государство. Я, а не какой-то там Лукашенко. Лукашенко мне не нужен, он мне не нужен. Андрей, в нашем государстве каждый человек свободен, поверьте мне. И если вы, может быть, залезете после того в интернет, посмотрите, я там с Олей Бондаревой многие вопросы, она мне вопросы задавала, говорила. Вы услышите, как я говорил, что я говорил. Поверьте, мне ни разу не прилетало. Я вам скажу, что есть вещи, которые, о которых тоже могу сказать. Но в общем, у нас великолепная страна. У нас классный лидер страны, на 10 миллионов. Вот у нас и должен быть такой человек. Должен быть такой. У нас не может быть какой-то Светланы Тихановской. Но он сейчас и такой, да. Вы посмотрите на этих людей. Они что, смогут управлять государством? Кто, Тихановская? Конечно. Дайте попробовать, может и может. Давайте сравним. Пускай 2 года поуправляет, а потом вы скажете, Научится, да? Ну а что? А что, Лукашенко учился, что ли, управлять страной? Из колхоза пришел. Так посмотрите, как мы живем. Какую он страну взял.
Какую страну взял? У нас очереди были, хорошо. пусто магазинов, у нас ничего не было. Знаете, гражданин Леонидович, я вынужден с вами согласиться. Зачем мне вас переспоривать? Ну, хорошо, да. А скажите, в комнате, где вы сейчас или находитесь, есть еще такие люди, которые так же думают? Вы знаете, мое окружение состоит из людей, которые думают по-разному. Да? По-разному, совершенно верно, Андрей. Нету по-разному думают. Я не скрываю этого, думают по-разному. Мы спорим, разговариваем, но в то же время мы остаемся людьми. Мы уважаем друг друга. Мы не делаем, знаете как, что вот у тебя такие-то взгляды, у меня такие-то взгляды, у нас прошла кошка между нами, и мы становимся врагами. Нет. А в 2020 году те люди, которые замутили вот эту всю хрень, сделали так, чтобы наш белорусский народ посрался между собой. Кто это сделал? И кто это сделал? Кто это сделал? Запад сделал. Кто конкретно? Спецслужб. Кто конкретно? Сотрудники спецслужб. Ну, англичане, американцы. Вот, а им больше всего это надо, да? Конечно. Вот этот белорусский балкон, он должен был вспыхнуть, так же, как вспыхнуло в Украине. Но благодаря нашим силовикам, благодаря главе государства, повел правильную политику, и тем людям, которые вышли под красно-зелеными знаменами показать, что государство это тоже мы, отстояли в 2020 году власть. Как я хочу, гражданин Леонидович, чтобы вы обломались. Я думаю, что это время скоро наступит. Вы знаете, и вы сильно обломаетесь. Я не знаю, у нас запись-то сохранена, я не знаю, как вы это переживете в своей жизни. Я переживу, я за каждое сказанное свое слово готов нести ответственность. Вы молодец, вы большой молодец. Я не знаю, где вы такие наркотики берете. Наркотики? Как вы знаете, я вообще свою нервную систему воспитали? Не употребляю, не курю, занимаюсь спортом. Наркотики тем более. Вот, я просто завидую вам с таким мировоззрением, с такой верой в лучезарность Лукашенки. Я просто я не понимаю, как можно быть Александр Григорьевич это президент. Это глава государства. Какой президент? Я не знаю, ну как можно такое говорить? Избранный белорусским народом. Он сам себя назначил, это капец. Этот президент столько обгадился раз, и вы так на него смотрите. Господи, боже мой, ну это просто... Я не могу вас Андрей, судить. Послушайте, власть в стране, да, вот если у кого-то, у людей есть какие-то обиды на начальников ЖЭСов, там, на кого-то в администрации, это не значит, что во всем виноват глава государства. Да вы что? Это чиновники. Когда все хорошо, так это Лукашенко, а когда что-то плохое, это не он. Правильно? Ну, вы знаете, когда расслабляются наш чиновничий аппарат, и мы это видим, и те люди, которые ездят по стране, это тоже видят, в отдельно взятых районах. Но когда на самом деле на месте находятся сильные люди, административчики, которые работают правильно, которые за свой народ, которые не сидят в кабинетах, задницы приклеены к стулу, а которые ходят, выходят на поле, ходят по цехам, ходят по городам, смотрят, работают с людьми, там и порядок. И глава государства таких людей поощряет. А те, которые прилипли к стулу, задницы, и только отписки делают, те потом периодически получают по ушам. И мы это все видим. И честь ему и хвала за это. Жалко, что мы с вами не были знакомы в то время, когда еще был в Октябрьском. Я бы вас специально пригласил в наш райисполком, прийти, походить, пообщаться с чиновниками, посмотреть, что думают о нашей местной власти люди. Вот с этим есть вопросы, которые я готов даже сказать, да, есть на самом деле такое. Есть, но это не виноват глава государства. Да, ну так нет, конечно. Не надо винить его, что где-то прорвалась канализация. Понимаете, он же их лично утверждает. Понимаете, он лично их утверждает. Лично. Он, значит, что-то о них знает, что они способны к чему-то. Ну, то есть... есть люди, которых утверждают, они потом понимают, что они не справляются. Виталий Леонидович, спасибо вам за то, что высказали свое мнение, не побоялись. Я верю, что вам действительно ничего не будет за это, потому что вы очень идейный человек. А таких мало у власти есть таких идейных людей, как вы, и вы на вес золота. Я благодарен вам за то, что вы со мной подискутировали, пообщались, за то, что мы провели такие дебаты.
Возможно, было бы хорошо устроить видео-дебаты. Еще подготовить какой-нибудь стрим. Без вопросов, послушайте, без вопросов. Я открыт к общению, всегда с 2020 года открыт к общению на любые мероприятия, с любыми взглядами людьми, садимся за стол, разговариваем, смотрим друг другу в глаза, пожимаем друг другу руки. Запомните только одно, мы один народ. И если придет беда в наш дом, не дай бог, я думаю, что нам придется стать плечом к плечу. Все, спасибо вам большое. Жму вам руку, до встречи, до свидания. Я вам тоже жму руку. До следующих встреч. До свидания.